Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Здравствуйте. Несомненной сенсацией последних дней стало сообщение об уничтожении главы Имарата Кавказ Алиасхаба Кебекова. Причем произошла операция на территории Дагестана. И были потревожены, я бы сказал, несколько вполне мирных населенных пунктов. Каковы будут последствия? И вот эту тему о том, что боевики обезглавлены, надолго ли, мы сегодня обсудим с нашими гостями, журналистом Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора газеты «Новые известия». Здравствуйте, Саид. Здравствуйте. И политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ». Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Как по-вашему, вот напоминает ли эта история прошлые прецеденты, когда вроде убили главу боевиков, а он через год на кинокадрах участвует там в какой-то спецоперации по минированию дороги? Вы знаете, один в один. Во-первых, даже если его уничтожили, этого Кебекова, но это абсолютно ничего не меняет. Вспомните, вот, Масхадова уничтожали, Басаева уничтожали. Несколько раз, да. Этого, как его, Докку уничтожали, знаешь. И каждый раз вот победная реляция, все обезглавили. Но вот как у той гидры вырастает новая голова, потому что причины, по которым развивается терроризм на Северном Кавказе, мы не убрали, не уничтожили, и поэтому это все будет продолжаться. Как вы считаете, Саид, я знаю, что ваша газета как раз ведет такую своеобразную летопись борьбы с терроризмом. Похоже ли, что это действительно обезглавили Имарат Кавказ? Знаете, несколько экспертных оценок и признаний, они очень часто оказывались недействительными, поэтому действительно очень сложно сказать до идентификации останков этого человека. Но по той уверенности, как заявляют силовики, судя по всему, оно так и есть, потому что в Дагестане, несомненно, научились очень серьезно противостоять боевикам, у них есть очень сильная агентурная сеть. Другое дело, что методы, которым они действуют, другие силовики действуют, к сожалению, где бы это в нашей стране или в Израиле, там, в США, они далеки от таких гуманных каких-то отношений к жителям, к этим населенным пунктам или, я не знаю, и имуществу этих людей, потому что, видимо, других методов работы, борьбы с ними они не умеют. Но, судя по всему, это может оказаться правдой. Давайте послушаем Татьяну Лакшину, правозащитницу, старшего исследователя по России организации Human Rights Watch, которая считает, что нужно осторожно относиться к сообщениям российской стороны об уничтожении лидеров вооруженного подполья на Кавказе. В течение последних нескольких лет можно назвать конкретные примеры, когда антитеррористический комитет и российские силовые структуры делали заявление об уничтожении одного из лидеров подполья, а дальше это заявление оказывалось ошибочным. В данном случае давайте посмотрим, пройдет немного времени, и будет уже очевидно, насколько верна или неверна эта информация. Как по-вашему, вот можно ли там какой-нибудь генетически составить ДНК, или это все на слово приходится верить пресс-службе антитеррористического комитета? Ну, во-первых, я абсолютно не специалист в генной инженерии или науке, но если есть такие сообщения, что по капле слюны там, или по капле крови, или по какому-то эпидермису определяет генный состав, и могут ДНК определить, то, наверное, это можно сделать. Все зависит от того, что там от него осталось, от этого Кебекова. Да, Саид, помните, мы с вами обсуждали тему, нужно ли выдавать тела убитых боевиков родным. Помните, был такой закон, обсуждали, во всяком случае. Да. Как по-вашему, сейчас это правильно поступила власть, что не сделала этого? Когда вот сегодня мы читали сообщение о уничтожении этого товарища Кебекова, то, конечно, там немножко встревожила одна строка.
Речь шла о том, что он в 90-е годы уехал учиться в Сирию. По возвращении в начале нулевых он был вполне нормальным человеком. Потом, после того, как в одной из операций убили его близкого родственника, он ушел вот в горы. Мстители. Да, мстители. Присоединился к этой группе, которая воюет против силовиков. Они утверждают, что с гражданскими не воюют. Это я к тому, что, конечно же, жесткие, порой жестокие действия, они порождают обратную реакцию. И я сам давно, когда убили Аслана Масхадова, говорил, что вот эти методы заворачивания шкурой свиней этим маджахеду, чтобы они в рай не попали, и не выдавать трупы боевиков родственникам, ничего хорошего, они ни к чему хорошему не проводят, еще к большему ожесточению круга его родственников, близких, знакомых, друзей. Потому что это одиночки, вот эти люди, что бы кто бы ни говорил, это очень маленький процент радикалов. А их родственники страдают так же, как и мы с вами. У них не только вот страх, но в том числе еще и потери близких в этих случаях происходят. И, конечно, надо было бы отдавать эти трупы. Никто не собирается на них кланяться, там, я не знаю, там, из них делать там, какие-то мучеников и прочее. Поэтому было бы благоразумнее отдавать и мириться с этими людьми, чтобы дальше эта зараза не расползалась. Давайте послушаем Татьяну Локшину, которая считает, что на смену, возможно, убитому Алиасхабу Кебекову может прийти гораздо более жесткий лидер. Если же это правда, и во время спецоперации в выходные в Дагестане был действительно убит Кебеков, лидер северокавказского подполья, то что это может значить для региона? Ну, с одной стороны, несомненно, для силовых структур, для российских властей это успех операции в Дагестане, успех борьбы с вооруженным подпольем. С другой стороны, сам Кебеков демонстрировал определенную тенденцию к, ну, наверное, правильно сказать, умеренности. Например, он выпускал приказы, запрещая боевикам нападать на гражданских, запрещая организовывать операции, в рамках которых могут, в частности, пострадать старики и дети, запрещая непосредственное участие женщин в вооруженных группировках. И если он действительно убит, то вполне может статься, что ему на смену придет гораздо более радикальный, жестокий лидер. И такое опасение, мне кажется, нужно принимать во внимание. Руслан, как вы считаете, вот случайно ли было такое, что ли, такой порыв был у властей Чечни, чтобы коллективную ответственность несла семья террориста? Вот, то, что вызвало, помните, полемику между Ксенией Собчак и президентом, она спросила, и президент спросил, зачем ты ей дал слово, это Пескова. Вы знаете, вот эти вот репрессии, жестокие репрессии, это от бессилия, от того, что ну, не могут, не знают они, как по-другому, значит, победить вот это вот явление. Вот когда человек бессилен, он начинает прибегать вот именно к таким жестоким мерам. Он думает, что это панацея, потому что он по-другому, я еще раз повторяю, он не знает абсолютно. Вы вот обратили, наверное, внимание, что вот эти боевики окруженные, они не сдаются. Понимаете, жить хочет каждый, будь он боевик, не боевик, там, но не сдаются только по одной простой причине, что они знают, что их ждет, когда они сдадутся. Что им смерть покажется, им покажется избавлением. Да. Вот поэтому они не сдаются. Я еще раз повторяю, на Северном Кавказе абсолютно контрпродуктивная политика Кремля. Она только порождает и порождает. Вот вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время мы меньше стали говорить о Северном Кавказе, о терроризме на Северном Кавказе. Вот все это микшируется как-то. Этому, значит, способствует события на Украине, как-то вот заслонили это. Этому способствует, знаешь, события на Ближнем Востоке. Но рано или поздно вот эти вот два основных момента, этот Ближний Восток и Украина, закончатся. И потом
это все неизбежно, повторяю, это неизбежно, это перетечет сюда на Северный Кавказ. Потому что по сегодняшним, значит, таким вот косвенным данным, из самой Чечни, я не говорю из зарубежных, выехавших, значит, жителей Чечни, порядка 300 человек уже там. Они вернутся в любом случае. В Крыму, я знаю, есть. Как? В Крыму, ну, в Крыму там, короче, такое чеченское есть формирование. Да. В Украине. Ну, это теперь, да, считается, что Россия, да. В Украине чеченские формирования, которые воюют против российской армии. В этом смысле? Да, 2 батальона, значит. Батальон именно Джахара Дудаева и батальон, как он второй называется? Муслим Чеберлоевский там. Не знаю, честно говоря. Они против России воюют. Они против России воюют. Но Рамзан посылает и за Россию. Да, они же да. выпустили этих ребят из Life News. Это же он прилетал в Чечню. Ну помните? да. Ага. Так что говорить о том, что на сегодняшний день на Северном Кавказе все хорошо, там есть какие-то отдельные негативные явления, вы знаете, это слишком преждевременно, даже очень преждевременно. Вы как считаете, Саид, почему вот эта практика, почему-то хотели ее ввести, вот коллективной ответственности, круговой поруки семьи за вот одного из своих таких, что ли, блудных сыновей, который попал в террористы? Мстили всей семье и сжигали их дома. Вот. Ну, эта практика существует давно на Востоке, она опробована. Я еще раньше в эфире говорил, что на самом деле она не является такой перспективной, потому что на смену погибших другие появляются, и чаще в таких случаях, когда эту ответственность разделяют родственники и прочие, очень часто возможны совершенно невинные жертвы. Поэтому что в Израиле, как бы там ни говорили, порядок наступил, на самом деле нет, и теракты и там продолжаются. И здесь, по всей видимости, цель понятна, чтобы родители, которые лояльно относятся к своим детям, которые ушли в горы, скорее всего, они могут этого не знать, но чтобы они как бы пожестче контролировали своих сыновей, следили за ними и разделяли ответственность, когда они что-то вытворяют. И в этом смысле их действия, логика их действий понятна, но я тоже не думаю, что это совершенно такой выход из положения, который может привести к успокоению ситуации. Татьяна, да, Руслан. Я бы добавил, Давайте. Очень часто говорят, что вот практика Израиля, когда подрывают дома родственников, значит, там, что она эффективна. Что она эффективна. Но я должен сказать, что там это происходит по решению суда. Это очень важное уточнение. У нас же никакого решения суда, ничего нет. Конечно. У нас так, пошли, взорвали, сожгли и все. То есть это произвол называется. Но результат один и тот же, и в этом Да, случае. результат один, но в любом случае, понимаете, что-то цивилизованное есть. Ну да, согласен. Давайте послушаем Татьяну Лукшину, которая напоминает, что и Марат Кавказ отметился в последнее время многими вооруженными акциями. Ну, конечно, вооруженное подполье на Северном Кавказе, оно существует, оно активно, и на его счету многие, уж особенно в Дагестане, жизни сотрудников силовых структур, ну, а также и жизни гражданских. Они так себя называют, и на самом деле это один из результатов Второй чеченской войны, когда сепаратистское подполье, чеченское подполье фактически превратилось в северокавказскую джихадистскую сеть. Подполье как раз победила джихадистская фракция. Ну, подобного рода сеть, как любая такая сеть, нуждается в лидере. Вопрос в том, что можно уничтожить Кебекова, да, как раньше уничтожили Умарова. И на этом месте появляется другой лидер. Этот лидер может быть более радикальным, может быть менее радикальным, но так или иначе, если Кебеков убит, то организация появится другой лидер, и мы об этом скоро узнаем. Да, вообще вам, Руслан, кажется логичным, что Кебеков скрывался на территории России, что так вот он довольно рискованно себя вел, если такой важный вообще террорист. Жил прямо в Дагестане. Вы знаете, начиная примерно с 2000 года,
вот именно вот это вооруженное подполье, оно начало осваивать городскую инфраструктуру. До этих пор в основном они базировались и прибывали, значит, вот отдаленные села, заходили там за продуктами и старались вообще меньше светиться. Почему избегали городскую, социальную, я имею в виду, инфраструктуру? Дело в том, что городской социум, он более такой светский, скажем. И вот эти вот джихадистские эти взгляды, вот эти вот сепаратистские, они как-то не стыковались с этим. В последнее время, в связи с политикой, еще раз повторяю, Кремля на Северном Кавказе, городской социум, который должен был быть опорой государства, он от этого государства отвернулся. В лучшем случае он будет нейтрален. В самом худшем случае, если будет какое-то масштабное потрясение, он этих боевиков будет поддерживать. Вот к чему привела политика, вот эта вот неразумная, недальновидная абсолютно политика Кремля на Северном Кавказе. Для меня переломным моментом вот, в осознании этой политики было, помните, вот эта вот замена Зядикова на Евкурова? Да. Там такие обвинения выдвигались, вплоть до того, что господин Зядиков, значит, ежемесячно 30 миллионов рублей давал боевикам. Да, они вот почему-то не трогали. Да, старались убить все время. Убрали Зядикова, поставили Евкурова. Что, терроризм кончился? Коррупция закончилась? Нет, все продолжается. Оказывалось, дело, понимаете, одна лоббистская группа решила судьбу пригородного района. Зядиков сопротивлялся, чтобы пригородный район полностью отдавали Северной Осетии. Та сторона это дело пролоббировала, Зядикова убрали, Евкурова поставили, пригородный район отписали. Но на Северном Кавказе очень длинная память. И этот конфликт, который можно было решить, его превратили в отложенный конфликт. И только он рано или поздно сделали, стоит. да. А? Да. Только хуже сделали. Только хуже сделали, да. Только хуже. И вот когда вот за всей политикой кадровой, социальной на Северном Кавказе стоят какие-то лоббистские группировки, которые там что-то свое ищут, что-то свое пробивают, а цельной, единой программы действия на Северном Кавказе у государства нет, рано или поздно это государство с этим Кавказом распрощается. Вы как считаете, Саид, вот почему вот население населенных пунктов сейчас стало терпимее к террористам, им не приходится скрываться в горах? Ну, я не стал бы так рассматривать ситуацию. Населенные пункты разные бывают. Они у самых близких родственников могут действительно скрываться. И проблема действительно не в каких-то одиночках боевиков, а в ситуации, которая порождает. Скорее всего, надо было бы, наверное, рассматривать эту ситуацию, не решая какие-то конкретно появившиеся проблемы в лице этих боевиков, там, имаратчиков и прочее, а как-то вот расширенно, углубленно рассматривать ситуацию на Северном Кавказе, начать работать с молодежью в том числе, и решать социальные проблемы Северного Кавказа. Они огромные, конечно, у людей безработица во всех республиках. Она, правда, и по стране есть, но в том числе с Северным Кавказом, с молодежью Северного Кавказа очень плотно, очень конкретно, очень целенаправленно работали эмиссары с Востока, где эти ребята продолжали учиться. И они оттуда привозили эти идеи, и эти идеи молодежь, которая ничем не занимается, они с удовольствием берут их и уходят в горы. Вот недавно у нас, вот в связи с этой историей, в том числе, говорили, что Талибан и ИГИЛ, они перессорились друг с другом, и шеф полиции одной из провинций Афганистана, он признался, что те люди, которые представляют ИГИЛ и пришли на территорию Афганистана сегодня, это люди, которые представляют какие-то западные спецслужбы, и цель которых помешать установлению взаимоотношений с Талибаном, которое, в принципе, рано или поздно должно произойти, и вот только какими-то мирными, только какими-то социальными мерами можно прийти к тому, чтобы эту ситуацию каким-то образом решить. Потому что прямые убийства этих юных ребят приводят к появлению действительно новых радикалов. Татьяна Лакшина также
считает, что молодежь все активнее пополняет вооруженные подполья на Кавказе. Я хотела бы подчеркнуть, что то, что мы наблюдаем на Северном Кавказе, в первую очередь в Дагестане, последние пару лет, это радикализация молодежи, радикализация местных общин, которая связана с той политикой, которую проводит в регионе федеральный центр, с жесткими спецоперациями, с ущемлением прав, в первую очередь, мусульман-салафитов, которых фактически приравнивают к террористам, к экстремистам и которым не дают свободно молиться, которым не дают свободно жить. Ситуации отнюдь неудивительно, что наблюдается приток молодых людей в ряды вооруженного подполья. Не сказать, у нас будет доклад по Дагестану. Я надеюсь, вот через месяц он выйдет. Но доклад у меня есть. Я надеюсь, что сейчас я в течение месяца обеспечу его публикацию. Буду рада его с вами обсудить. Да, Руслан, как по-вашему, вот, насколько правдоподобны выводы Татьяны доклада о том, что молодежь активнее стала вовлекаться в вооруженное подполье? Да это естественно. Это естественно, это происходит. В этом абсолютно Татьяна Лакшина права. Я еще раз повторяю, у нас самое главное в терроризме – это идеология. Нельзя с терроризмом бороться вот одним только автоматом или пушкой. И этим динамитом. И динамитом, да. Нельзя, потому что это порождает все новых и новых адептов. Терроризм, в первую очередь, это идеология. Если не будет какой-то идеологии внятной, понятной большинству населения, которая, ну, может быть, разделяет в какой-то степени, может быть, не разделяет, но где остается коридор для обсуждения, вот только тогда мы победим терроризм. А на сегодняшний день, да, действительно, молодежь все больше и больше склоняется к радикализму, и это правда. Из-за безработицы, как сказал Саид, или другие причины? Я бы безработицу, знаете, поставил бы на последнее место. В первую очередь, это вот коррумпированное общество, с головы до ног, произвол силовиков. И третье, значит, невозможность найти себя в этом обществе. Вот это вот тупик, куда вас загоняет силовой, финансовый, где нет социального лифта. Вот это вот тупик, а тут приходят люди и говорят: вот смотри, если мы будем жить по шариату, у тебя будет это, у тебя будет это, а вот эти, те, которые сегодня на Porsche Cayenne ездят, они будут завтра пастухами. Тебе это нравится? Естественно, ему это нравится. Все, человек готов. Ну, я это утрирую, конечно, но в принципе так. Да, Саид, вот скажите, как же предотвратить вот это вот распространение этого явления? Ну, если бы я мог бы в двух-трех предложениях ответить, конечно, было бы хорошо, но проблем на самом деле очень много в этой связи. Те, которые вот сейчас Руслан перечислил, это главные направления, стратегические направления. Есть еще очень много подпунктов, которые приводят к тому, что молодежь подается вот этим ложно понятым каким-то идеям. Салафиты — это те же самые мусульмане, только они понимают ислам по-своему, его трактуют по-своему его. Это идет еще с древних времен. Люди, которые отвергают пророков, а пророки были. Они говорят, что между мной и Аллахом не должно быть человека. Пророки — это обычные люди. Поэтому вот в этом есть их радикализация. Суфисты, на которых держался ислам на Северном Кавказе всю свою жизнь, это люди, которые проповедуют аскетичный образ жизни. Они говорят: ну а если не было бы пророков, не было бы этих учителей, кто бы нам эту религию преподнес бы, кто бы ее среди нас распространил бы, и кто бы людей наставил бы на путь истины. Вот в этом есть противоречие между ними. И об этом говорили и в Москве, и на Северном Кавказе. Вот, кстати, год назад Рамзан Кадыров призывал и в Грозном собирал ученых и исламоведов со всего мира. Они очень хорошие рекомендации выработали для того, чтобы эту проблему каким-то образом ее снять. Конечно, эти такие же собрания, эти ученые, сборы и прочее, это очень важно.
Но в первую очередь, конечно же, действительно должна быть идея для этих людей. Когда мы в советское время учились, мы знали, что мы живем в огромной стране, а сейчас каждый молодой человек из Северного Кавказа знает, что он как-то чуждый элемент в России и со стороны силовиков и прочее, и даже со стороны СМИ, где мы все работаем. И очень часто появляются причины, для которых могут привести человека в лагерь боевиков. Он понимает, что он враждебное лицо. Вот, если вы помните, в свое время, как Борис Абрамович Березовский передал свой разговор с Ходорковским, с Гусинским, что якобы у них была договоренность со стороной ичкерийцев, чтобы их в прессе как-то особо не критиковать. А такое впечатление, что эти самые вещи, они продолжаются сегодня. Ньюсруком, который является владелец Гусинский, там очень часто, когда упоминают бойцов из ИГИЛа, очень часто делают ссылки. Вот это люди, которые говорили на русском языке, но они отзывались на кличку Чечен. Вот этот парень, он из Чечни. В нескольких их материалах регулярно делаются ссылки на национальность участников этого движения. В ИГИЛе, может быть, несколько сотен есть, в том числе из Европы и Северного Кавказа. Ну, там от 30 до 50 тысяч населения. Понятно, что другие национальности, но почему-то их Ньюсруком не упоминает. Вот эти вещи тоже, в том числе, не лучшим образом сказываются на то, чтобы эти люди не уходили в леса. Да, спросим об этом у владельца другого сайта, интернет-издания «Кавказский узел», у главного его редактора Григория Шведова, который вышел с нами на прямую связь. Добрый вечер, Григорий. Насколько вам кажется правдоподобным вот вся информация об уничтожении главы Имарата Кавказ Алиасхаба Кибекова? Вам слово. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер. Ну, только главный редактор, конечно. Да, вообще, конечно, есть основания ждать каких-то видеозаписей, фотозаписей, но пока у нас нет примеров тому, чтобы подтверждение, которое давали сами боевики, оказалось бы впоследствии ложным. Ну и знаем мы, что НАК также подтвердил данные о смерти. Поэтому, хотя правомочные вопросы мы не видели пока ни фото, ни видео, но я лично думаю, что очень велика вероятность, что все-таки действительно он был убит. А возможно ли, что ему на смену придет более жесткий лидер, как вы считаете, Григорий? Да, я думаю, что вот сама суть ситуации нами недостаточно плотно анализируется, потому что ведь, как-то ни странно, Имарат Кавказ претерпел очень значительные изменения в сторону такой, в сторону такой мягкой силы, которую они стали активнее использовать, отказавшись напрямую от террористических наиболее известных таких кровавых методов, таких как атаки на гражданское население. И именно этот набор действий, атаки на гражданское население, казни, как мы знаем, широко практикуется исламским государством. Так что мы можем, конечно, сейчас получить ситуацию, когда руками правоохранительных органов уничтожен основной конкурент растущему исламскому государству на Северном Кавказе. И вместо действий, которые за последний год под руководством Имарата Кавказа и конкретно его лидера Кибекова производились на Северном Кавказе, мы можем увидеть совершенно другой подход, в то время как ушел основной лидер Имарата, и на его место может прийти совершенно такой более жесткий, более радикально настроенный человек, и уже успешно конкурировать с ослабевающим Имаратом может этот человек в лице лидера исламского государства на Северном Кавказе. А верно ли, что молодежь все активнее пополняет вооруженные подполья на Кавказе, Григорий? Ну, объективных данных, конечно, у нас об этом нет, но вот мы видим хотя бы события в Чечне, в таком регионе, который был многие годы настолько нашпигован спецслужбами, конкретными подразделениями, техникой. И тем не менее мы видим, что 2014 год стал провалом всех тех служб, которые работали в Чечне, и очень активное участие, в том числе молодых людей, и в том числе, кстати, не только в форме атак на силовиков, но и в форме других действий, очевидно связанных
и с Эмаратом, и с исламским государством. Все это показывает, что за прошлый год очень существенно мобилизовалось протестное настроение в Чечне, очень эффективно они начали там работать. К сожалению, мы видели, что Чечня стала единственным регионом в 2014 году, по данным Кавказского узла, где не падение числа раненых и убитых, как во всех регионах Северного Кавказа, а довольно заметный рост. Более 15% выросло в 2014 году количество раненых и убитых по сравнению с 2013 годом. Все это говорит о том, что, конечно, рано со счетов списывать и мобилизационный ресурс, и вообще молодых людей, которые подрастают и готовы брать в руки оружие или в других формах участвовать в сопротивлении на Северном Кавказе и конкретно в Чечне, мы видим тому прямое подтверждение. А где вообще рекрутируют основных боевиков в Марат Кавказ и его, кстати, лидеров? Вот откуда этот взялся Алиасхаб Кебеков, когда предыдущий его предшественник погиб? Алиасхаб Кебеков был очень известным уже к тому времени таким шариатским судьей, который был на протяжении длительного времени, в общем, занимал такие довольно светские должности, и хотя и, конечно, участвовал в террористической деятельности, поддерживая так называемый джихад, но все-таки он занимал должность шариатского судьи сначала в Дагестане, а потом уже на уровне всей организации «Марат Кавказ», которая была признана террористической, кстати, не только в России, но и за ее пределами. И в этом смысле неудивительно, что при его руководстве Марат Кавказ занял вот такую более мягкую позицию по отношению к использованию силы. В этом смысле он был представителем все-таки другого абсолютно крыла для Марата Кавказ, чем его предшественники, и чем вообще само движение, скажем так, боевиков и террористов на Северном Кавказе. Это был, наверное, первый случай, когда всю организацию возглавил выходец из Дагестана, и человек, который не имел прямого отношения к Первой Чеченской войне. Мы все-таки помним, что предшественники это были люди, связанные с и Первой, и Второй Чеченской кампанией, и очень большую вероятность эксперты возлагали на то, что Марат Кавказ возглавит другой человек, про которого и сейчас можно говорить, как про потенциального нового лидера Марата Кавказ, выходец из Чечни, Асламбек Бадалов. Поэтому мы видим, что Кебеков был человек не случайный, но это был человек довольно малоизвестный в качестве боевика, в качестве кого-либо возглавлявшего именно военное крыло организации. Скорее, это был светский лидер, и ему почти сразу стали прогнозировать провал, и закат стали прогнозировать и Марату Кавказ, как только этот лидер появился в организации, многие эксперты. Но мы все-таки должны признать, что вот очень эффективная, кровавая и соответствующая критериям, выдвинутым Кебековым, спецоперация в Грозном была произведена боевиками в очень неслучайное время, именно в момент выступления Путина. Фактически она продолжалась в Грозном, много часов боевики удерживали, нельзя сказать значительную часть города, но можно сказать определенную часть района, центрального района города. Поэтому мы видели все-таки, что Кебеков на своем посту, хотя и не отличился какими-то многочисленными терактами, но под его руководством, очевидно, под именно его руководством смогли организовать довольно сложную спецоперацию, которая, конечно, наделала много шума, и мы помним, что и Путин в своем послании тоже о ней говорил, но молчать об этом было бы довольно сложно. Поэтому многие лидеры, я думаю, что берутся все-таки из уже сложившейся на сегодняшний момент сети, а вот если говорить не про лидеров, а про рядовых участников, то мне кажется, что активно идет вербовка через интернет, очень много разных площадок существует и у Марата Кавказ, и у Исламского государства. И мы видим также, что на Северном Кавказе очень существенно активизировалась работа правоохранительных органов в социальных сетях. Они
блокируют разные группы, но это действия такие реактивные, а проактивной деятельности, насколько мне известно, эффективно наши спецслужбы пока вести не научились. Спасибо, Григорий. Побудьте с нами на связи, потому что сейчас будут вопросы к вам у наших гостей. Вот, Руслан, как вы считаете, насколько вот эта опасная тенденция, что теперь эстафету передают не ветеранам двух чеченских войн, а новому поколению? Вот это вот самый, можно сказать, основной вопрос. На сегодняшний день, вот вы помните, в Грозном, когда ликвидировали этих боевиков, они были 90-го года, значит... Которые засели там в библиотеке, да? Да, в библиотеке, там, в Доме печати. Потом до этого был самоподрыв у концертного там зала. Да, тоже молодой парень. Молодой парень тоже, да. То есть на сегодняшний день на смену вот этой, можно сказать, старой гвардии приходит молодежь. Вот этот Кебеков, он все-таки получил какое-то образование. У него была какая-то позиция жизненная, вот, сопряженная с его интеллектом, с тем, что он получил какие-то знания. Но те, которые сегодня приходят им на смену, они выросли в атмосфере насилия. Они вот кроме насилия ничего не видели. И они будут гораздо более жесткие и гораздо более, скажем так, решительнее, чем вот эта вот старая гвардия. Поэтому я думаю, что Лакшина абсолютно права, что придет на смену более жесткий руководитель. И еще мы не должны забывать одну вещь, что некоторые лидеры боевиков, групп боевиков, присягнули ИГИЛу. Понимаете? То есть на сегодняшний день вот эта жестокость, которую мы видим на Ближнем Востоке, когда убивают абсолютно невинных людей, и все это на камеру демонстрируется, то эта ситуация нас скоро ждет и на Северном Кавказе. Да, вы как считаете, Саид, вот как-то предсказуемы были те, кто участвовали в двух войнах, а вот сейчас пришла молодежь. Почему она более жесткая оказалась, чем, казалось бы, те, кто пострадал уже разок от федералов? Вы знаете, то, что происходит на Северном Кавказе, в Чечено-Ингушетии, в Чечне, Дагестане, конечно, это в том числе и следствие того, о чем мы здесь рассказывали, но я считаю, что это еще и огромные прорехи в работе спецслужб, которые там есть и в соседней республике есть. Потому что если, например, я захочу уехать в Сирию, я не знаю, как мне это сделать. Я возьму, допустим, билет в Турцию, подойду к любому человеку, возьмите меня, переправьте через границу, меня посадят в тюрьму. А эти люди, они просто целыми группами уходят, и как сыр в масле они катаются, и у них и билеты есть, им за несколько дней выдают заграничные паспорта, они пересекают границы, целое государство, регионы и попадают туда. Это говорит о том, что это не просто, допустим, кто-то там был недоволен сельским муллой или там главой администрации в Чечне, а просто есть очень сильная работа, вербовка людей. Есть вербовщики, которые за это получают сумасшедшие деньги. Есть семьи, которые неожиданно становятся богатыми, там, которые до этого ничего не имели. В том числе им в этом деле, конечно, помогает интернет. Молодежь в Чечне очень своеобразная. В советские времена, 40 лет, мы знаем, не было никаких ни терактов, никаких преступлений, никаких радикалистов, сепаратистов и прочее. Почему? Советская идеология, большевистская идеология, это была гуманистическая идеология. А сейчас есть люди, целые институты на Западе, которые разрабатывают именно те программы, которые воздействуют на нервном, на нейтронном, на неврологическом уровне, воздействуют на этих молодежь. И эти интернет, всякие ролики в Чечне показывали, несколько человек, которые вернулись, им хватило мудрости оттуда прийти. И они рассказывают, что они иногда такие ролики запускают, что ты глядишь на них, как они детей растерзали, как они там тех убили, женщин убили. Вот переворачивается все внутри, и он тут же бежит. На самом деле большая работа проводится этими вербовщиками. Эти молодые люди, некоторые лукавят, когда говорят, что интернет взял их туда повел. Поэтому в этом смысле надо спецслужбам
власти более активно работать с молодежью, вовлекать их в процесс адаптации, чтобы вот не происходило того, что мы сегодня наблюдаем. Вопрос Григорию Шведову, главному редактору «Кавказского узла». Что вам известно о деятельности этих вербовщиков, как вообще они проникают на территорию России и какими методами они действуют? Вам слово, Григорий. Ну вот у нас в последнее время нет таких сведений о многочисленных эмиссарах из Ближнего Востока, как это было во времена чеченских войн. Мы знаем о том, что наоборот очень активно совершают путешествия на Ближний Восток сами боевики или неофиты, которые становятся боевиками в ходе таких поездок и возвращаются обратно. На мой взгляд, очень велика роль в вербовке самих участников разнообразных событий. Мы знаем, что выходцы Северного Кавказа попадали в Гуантанамо. Мы знаем, что выходцы Северного Кавказа были замечены во многих конфликтах на Ближнем Востоке и потом возвращались обратно на родину. И, конечно, очень большое влияние оказывали на то, как здесь формировались разнообразные ячейки. Мы также знаем, что события, вот недавний приговор, которым прозвучал в Бостоне, были организованы не только братьями Царнаевыми, но были и визиты в Дагестан в процессе подготовки этих вот действий, этого теракта многослойного, который был произведен во время марафона. Поэтому, если мы говорим про вербовщиков, на мой взгляд, важно понимать, что большая доля тех людей, которые участвуют в работе с новыми боевиками, находятся непосредственно на месте. И важно, на мой взгляд, понимать, что помимо вербовки и непосредственно противоправных действий, которые здесь в России совершают разнообразные, более-менее подкованные кадры, есть еще реальность Северного Кавказа. К сожалению, мы видим, что пытки, похищения, убийства – это такой постоянный фон, который очень существенно влияет на тех молодых людей, которые совершают вот этот необратимый шаг и становятся на путь, как они считают, на путь джихада. И очень верно сейчас было сказано о том, что необходимо работать в сфере реабилитации. К сожалению, в большинстве регионов эти программы по адаптации боевиков, либо людей, которые только сделали первые шаги в этом направлении, были свернуты. И в этом смысле на сегодняшний день, на мой взгляд, у российского общества нет достаточного арсенала инструментов, чтобы возвращать людей в нормальную, обычную жизнь, при этом не выдавая им автомат или другое оружие и делая их людьми тоже со стволом и таким образом не гражданскими, а пытаясь вернуть их в гражданские профессии. На сегодняшний день, на мой взгляд, вот важно оценить вот эти две составляющие проблемы, а именно наличие грубых нарушений прав человека, о которых информация умалчивается и за которые очень редко несут наказание те люди, которые виновны в таких нарушениях российского законодательства, нарушениях наших норм, законов. И с другой стороны, вот это отсутствие нормальных программ, направленных на реабилитацию, на адаптацию тех людей, которые вернулись либо с Ближнего Востока, либо участвовали в каких-то событиях у себя на родине. Мы на Кавказском узле знаем такие примеры, и они есть, но их буквально единицы. Недавно в Ингушетии был такой случай. К сожалению, мы знаем о единицах таких примеров, а их должно быть, конечно, гораздо больше. Спасибо, Григорий. Вопрос Руслану. Вот наша коллега Юлия Латынина из «Новой газеты», с «Эхо Москвы», она считает, что вот преследованием этих салафитов государство само создало себе целую касту или категорию вот таких непримиримых врагов. Как вы считаете, вот то, что рассказал Григорий, это подтверждает это, что... Естественно, всякое насилие рождает ответное насилие. На всякий террор есть контртеррор, понимаете? Мы же об этом только и говорили, потому что вот из всего спектра, значит, борьбы с салафизмом, не салафизмом как учением, а с той его частью, которая предпочитает оружием утверждать свою истину на религию. Мы выбрали только вот путь насилия. Все, и получаем ответное насилие.
То есть абсолютно тупиковый путь. Мы делаем упор, значит, на развитие так называемого традиционного ислама. Но традиционный ислам, он потому и называется традиционным, что он связан с традициями этого народа. Традиции народа представляют, значит, в первую очередь культурный слой этого общества. Это и духовный слой, это и творческая интеллигенция, понимаете? Но на сегодняшний день эти две составляющие, значит, либо они должны прислуживать власти, что уже роняет их авторитет в обществе, либо они должны уйти в оппозицию. Другого пути им не дано. То есть традиционный ислам никогда не будет противовесом салафизму, радикальному салафизму, опять уточню, значит, до тех пор, пока светская власть не живет по законам традиции, по традициям того общества, из которого она вышла. Поясню на примере. Вот, допустим, мы в Чечне строим мечети. Так. Медресе, мечети, значит. Вот приходит туда молодой человек, начинает учить. Он постигает азы вот этого исламского права, ислама. Потом, когда он выходит на улицу, он видит вопиющее противоречие между тем, что написано здесь, тем, что ему преподают, и тем, что он видит. Понимаете? Куда ему остается идти? Ему остается идти только салафитам, потому что они ему четко все объясняют. Одно от другого нельзя отделять. Если мы уже решили традиционный ислам, то давайте жить в какой-то мере, значит, нашу светскую власть приспосабливать к этим традициям. По крайней мере, в советское время, вот это вот в какой-то мере было, вот это вот соответствие традиций и светской власти. Никакой представитель светской власти в советское время не строил роскошные особняки, не ездил на сверхдорогих машинах. То есть в какой-то мере это общество уравнивало. Понимаете, скрытые причины мы не будем говорить, значит, но это уравнивало в какой-то мере. А на сегодняшний день человек, который сегодня не может нормально поужинать, выходит на улицу, значит, видит вот эту вопиющую роскошь, швыряние денег, видео, когда смотрит, значит, пачками деньги швыряет, значит, это протест уже рождается в душе. И этот протест реализуется именно вот приверженности к радикальному салафизму. Саид, а что может государство противопоставить вот этому? И вы сказали, что у вас рецептов-то нету, но вот что сейчас делается правящим режимом для того, чтобы молодежь удержать в рамках закона? Я более информирован о том, что происходит в Чечне, и как бы мы здесь не высказывали свои тревоги, которые тоже имеют основания, конечно, мы видим, что в Чечне ситуация изменилась в лучшую сторону значительно. Если говорить так широко, масштабно, то нельзя представить сегодняшнюю ситуацию и то, что было 5 или 10 лет назад, несмотря на прошлогодний теракт, не прошлогодний, в этом году, который захват Дома печати и прочее. Такой же выпад они могут в любом городе страны, они в Волгограде совершали теракты. К сожалению, бандподполье, оно не исчезло, но картина-то изменилась очень сильно. И в том числе благодаря тем мерам, которые оказались более-менее подходящими для решения этой проблемы. Но их недостаточно. Да, мечети строятся, но только в Грозном или на Северном Кавказе. Например, среди радикалов очень часто оказываются жители из российской глубинки или двух наших столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь тоже есть какие-то свои проблемы. Допустим, последние 25 лет в Москве не строилось ни одной мечети, и многие мусульмане молятся на улице. И вместо того, чтобы им дать возможность, может быть, помолиться, ведь молящийся человек, он более толерантный человек, чем тот, который уходит в лес. И люди молятся на улице, и я в том числе не раз оказывался на снегу, там, в дождь и прочее. Надо ближе подойти к этим людям, подрастающему поколению, надо жить их жизнью, надо понять, какие у них
запросы сегодняшней жизни. ИГИЛ был в Чечне, Чеченской республике. Вот то, что происходило между двумя войнами и начало Второй войны, это был настоящий ИГИЛ. И они делали очень страшные вещи. Они, по сути дела, как бы меня не ругали мои соотечественники, мои земляки, если бы не российская армия, этот народ, эта республика, она разваливалась на части. Там были и грабежи, и разбой, и работорговля, и прочее. И сегодня мы видим картина другая. То есть есть меры, которые эффективно действуют, только надо более глубже подходить к ним и заниматься вплотную. Да, Григорий, вот подводя итог нашему разговору, как вы считаете, можно ли считать победой вот это уничтожение главы Имарата Кавказ? Или это какой-то промежуточный просто этап более длительного процесса? Да, я бы победой это бы не считал. Это, конечно, промежуточные результаты и отнюдь не лучшие. Все-таки, окружив отдельное домовладение, надо таких людей захватывать, надо иметь открытый или закрытый процесс над ними. Вот что было бы очень важно. Именно в условиях, когда российские правоохранительные органы признают опасность развития исламского государства на территории России. Поэтому я бы сказал, что это, конечно, достижение для российских правоохранителей, для российского общества, но как бы оно ни стало первой победой, как бы мы не увидели гораздо более кровавые методы террора на территории России, которые, в частности, могут быть распространены благодаря тому, что мы своими руками устранили конкурента исламскому государству на территории Северного Кавказа. Спасибо, Руслан. Как вы считаете, надо ли совершенствовать методы антитеррористической борьбы? Или вот сказал Саид, что они живыми, и вы сказали, не будут сдаваться, и это уже бесполезно? Чисто технически, конечно, методы эти усовершенствованы, но они все направлены только на уничтожение. Я еще раз повторяю, надо не методы, а не методику уничтожения усовершенствовать. Надо работать в идеологическом плане. Это самое главное. Не работа в этой сфере, это вы можете как угодно вооружать этих спецназовцев, какого угодно им оружие давать, которое там будет ночью стрелять, из-за угла стрелять, но это не решение проблемы. Это усугубление проблемы. Проблема состоит в том, что молодежь уходит туда, в ту сторону. Вот эту вот проблему надо решать. Ее надо решать не винтовкой, не автоматом. Это в самую последнюю очередь. Почему вот та противная сторона, она уделяет такое большое внимание идеологической работе? Да потому что она прекрасно знает, сегодня у нее 5 бойцов убьют, завтра она 10 поставит в строй. Они сознают важность идеологической работы, поэтому у них там целое море сайтов, любых направлений. А у нас только есть официальная пропаганда, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза, и даже лучше больше быть не может. Да, Саид, как по-вашему, вот в основном у нас сегодня в передаче участвовали правозащитники, они только, мне кажется, добровольные, так сказать, деятели, а государство упускает инициативу. Не только сегодня, но уже лет 25, как государство практически не участвует в этой работе. Я помню, когда я в какие-то перерывы между двумя войнами ездил в Чечню, на поезде со мной оказывались целые группы иностранцев. Это были афганцы, пакистанцы, арабы. И они спокойно пересекали границу, уезжали туда, и это происходило вот в такое обычное мирное время. То есть работа была упущена. Единственное, то, что умеют наши силовики, это решать силовые какие-то задачи по результатам уже полученных вот этих боевиков. А вот профилактическая работа не занимается. Да, и вот мы видели это по сегодняшнему нашему видеоряду. Взорвали просто дом, где оборонялся Алиасхаб Кибеков. Ну что ж, на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов.